Эти ребята фантазеры, художники, гончары и ткачи, вышивальщицы, резчики по дереву. В дни школьных каникул приехали они из родного Сарманова в Казань. Здесь, в павильоне Союза художников Татарии, и их работы выставлены. Доброе дело сделал художник Талгат Фахрулович Хабибулин. Обновили старое здание Дома культуры, теперь здесь классы, мастерские, детская художественная школа. И помощники у директора нашлись. Нурия Латыповна Файзулина преподает знания основ рисунка, композиции. Художнику нужна теория. Традиционное на селе искусство – резьба по дереву. Но что-то стали его забывать. И вот уже не всякий дом плотницкими затеями изукрашен. Возродить художественные традиции края, вырастить в каждом доме хозяина-умельца – для этого школу и создали. Из рук в руки и умение передается. Ну а в доброй избе, как без ковриков да вышивок? Дело женское, девичье. Насима Хабибулина и ее воспитанницы, прежде чем за работу сесть, по дворам ходили, бабушкины сундуки отворяли, учились. Ну, тут бабушки не выдержали. Веретена свои отыскали, станки старинные ткацкие. Вот внучкин ковер в Москву возили, в Берлин да в Париж. Да неужто мы хуже? Слухами земля полнится. Узнали о сармановских умельцах в Америке, в штате Массачусетс. Письмо пришло, и с ним детские рисунки. Да не в рисунках дело. Ребята сознались, мы рисуем, как кошка лапой. Это по-нашему курица лапой вроде. А вот письмо. Мы понимаем, что в случае войны погибнет все, чем мы дорожим. Объединимся любовью к нашим городам, надеждой на счастливое будущее для нас и наших детей. Сармановские ребятишки в ответ свои рисунки послали. Это их рассказ о родном крае, о труде, о мире. Работать и размышлять, наверное, это главное, чему они уже научились.